пункте передержки безнадзорных животных Якутска начались работы по утеплению и возведению дополнительных вольеров. Какая помощь нужна коллективу пункта и сколько животных здесь находится, расскажет мой коллега Дмитрий Тымыров. Лишние руки не помеха. Руководство пункта передержки безнадзорных животных города Якутска до начала сильных морозов собирается утеплить большинство вольеров, чтобы их подопечным было тепло, когда наступят сильные морозы. И от помощи горожан они не откажутся. Но помощь вообще руками, конечно, если есть свободные час-два на выходных, конечно, с удовольствием бы приняли людей, помогли, чем-то как-то поддержали бы, если просто были руки. То есть один работник хорошо, два-три уже толпа, и уже больше работы бы могло сделаться. Конечно, один-двоим тяжело, тем более морозы уже крепчают изо дня в день. Отметим, что на сегодня в пункте передержки животных под надзором находятся более 350 безнадзорных собак. Еженедельно на отлов бродячих животных поступает от 40 до 100 обращений из округов столицы. Сегодня все животные, которые попадают в пункт, проходят обязательный ветеринарный осмотр. У нас, получается, карточка заводится. По истечении 10 суток идет первая стерилизация. По истечении еще 10 суток идет вакцинация. Против бешенства ставится. Потом по истечении 10 суток еще, это 30 суток в общем числе получается, они выпускаются именно на тот объект, откуда был, на адрес, откуда он был пойман. Несмотря на большое количество животных, едой все обеспечены. Собак здесь кормят 2 раза в день. Мясо, комбикорм, рыбий жир. Это лишь часть рациона питания. Таким образом, все животные, которых выпускают отсюда, возвращаются на улицы города здоровыми и сытными. Если народ видит, что собака биркованная, это стерилизованная, вакцинированное животное, которое возвращено именно обратно на то же место. Бояться чипированных собак, как правило, уже не стоит. Если животное все-таки проявит агрессию, оно снова вернется в пункт передержки. Вместе с тем сотрудники еще раз напоминают, каждый житель города может забрать животное домой. Вот поэтому малышу сегодня повезло. Щенок нашел себе новых хозяев. Ну, вообще, изначально увидела видео, где отдавали щенят. В ППЖ очень много щенков. Увидела его, захотела его сразу взять, как бы. Только он мне на глаза попался. Вот поэтому приехала сегодня. Сегодня санитарный день, по идее, вообще не работает. Но я вот все равно добилась, чтобы меня впустили, чтобы я его забрала. Сейчас уже забирать стали меньше. В основном приходят забирать больших собак. Щенков уже совсем мало берут. А больших собак приходят, берут, потому что приобретают люди дома частные. Ну, а там охрана необходима. Также приходят куда-то на базу, на территорию. Приходят потерявшие, допустим, свою собаку, да, и уже долго найти не могут, приходят за новой. Специалисты пункта передержки знают, далеко не все животные найдут себе хозяев, а впереди зима и якутские морозы. Чтобы каждому их питомцу было комфортно, необходимо утеплить все действующие вольеры. Работы много, поэтому и просят неравнодушных горожан оказать посильную поддержку. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск.